Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года включает в себя 12 задач, обозначенных Владимиром Путиным для выполнения в сфере образования. Президент поручил Кабмину внедрить на уровнях дошкольного и школьного образования новые методы обучения, технологии, которые повысят мотивацию у детей и вовлеченность в образовательный процесс. Все эти интеллектуальные технологии в последнее время стали внедряться в нашей республике. Это обычный урок английского языка. Тема занятия – название цветов. Традиционные парты, за которыми, как правило, сидят дети, уткнувшись в тетради, теперь отодвинуты в сторону. Ребята воспринимают информацию в форме игры. Они полностью погружаются в языковую среду. Если ученики правильно выполняют задание, получают балл от учителя в форме смайлика. Но если кто-то из слушателей проронит хоть одно слово на, так скажем, постороннем языке, сразу лишается своего поощрения. Мы используем коммуникативный метод. Коммуникативный метод, если коротко сказать, то это когда ребенок находится в изучении английского языка без присутствия другого, второго, родного, ингушского, русского, неважно. Когда он полностью вливается в язык и находится в некой такой, пусть искусственной, но языковой среде. Таким образом, результат достигается быстрее. Изучение языков – это высокоинтеллектуальная нагрузка для мозга. По мнению ученых, люди, знающие больше одного языка, отодвигают потерю памяти на несколько лет за счет развития нейронных связей. Помимо уже традиционного английского языка, все чаще в нашем регионе стремятся освоить немецкий, французский и арабский. Не секрет, что детям языки даются легче, ведь чем мозг моложе, тем пластичнее. Амина Гадабуршева учится в 5 классе. Взялась за изучение арабского языка всего полгода назад. И за этот короткий промежуток времени освоила чтение. Главный учебник на столах – Коран. Девочка запросто может прочитать любой аят из священной книги. Сначала мы учили буквы и их формы, потом мы начинали понемногу читать, и сейчас мы читаем Коран. За созданием условий для раннего развития российских детей в возрасте до 3 лет следит лично президент страны. Он поручил сформировать программу психолого-педагогической помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Впрочем, сами родители, как правило, эту задачу доверяют опытным специалистам в садах, школах и специальных образовательных центрах. В этих учреждениях в Ингушетии начала развиваться методика развития скорочтения и ментальная арифметика. -2. 67, 30, минус 33. Что получилось? 66. Такая арифметика хоть и кажется сложной, однако ее могут освоить даже самые маленькие. На эти занятия ходят дети с 4-летнего возраста. Микаилу Хашагульгову всего 6 лет. Он пойдет в 1 класс лишь осенью. Но в отличие от своих сверстников, которые только знакомятся с цифрами, умеет вычислять в уме двузначные и даже трехзначные цифры. Делает это оперативно и абсолютно невозмутимо. 29, 60, минус 92. 7. Да ладно, давай посмотрим. Умничка. Наравне с ментальной арифметикой практикуется и методика межполушарного взаимодействия. Она осуществляется с помощью целого комплекса физических упражнений. К примеру, одной рукой в воздухе нужно рисовать единицу и одновременно другой рукой 8. Это под силу не каждому взрослому. Это развитие быстрого мышления, внимания, памяти. Что касается быстрого мышления и логики, вот это самое, мне кажется, самое главное для ребенка. И это как бы фундамент на их будущую жизнь. Умение быстро принимать правильные и нужные решения. Вот у нас вот, когда 2-й уровень начинается по арифметике, дети должны применять формулы, причем они должны делать это очень быстро. В майских указах Путина также определена задача о создании эффективной системы выявления и поддержки юных талантов. Она должна быть основана на принципах справедливости, всеобщности и направлена на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Традиционный метод выявления талантов – это, конечно, конкурсы и олимпиады. Здесь недюжую активность проявляют и ингушские школьники. Амбиции этих детей порой даже удивляют. Гимназистка Лилия Цицкиева, к примеру, участвовала одновременно в олимпиадах по физике, экономике, химии, географии и в каждой из них постаралась проявить себя максимально.
Чтобы защищать честь своей школы, я была готова участвовать во всех олимпиадах, которые я слышала, но не везде получилось. И тем не менее, рада, что у меня получились хорошие результаты по предметам, которые для меня очень важны. Например, физика у меня было первое место. Экономика тоже для меня очень неожиданно, тоже первое место. Ну и места призовые у меня были по географии, по русскому языку и также по химии. Но я на этом не закончила свой путь, я начала дальше участвовать в них, пошла в республиканский тур, там у меня были призовые места по географии и по русской литературе. Среди прочих задач в майских указах создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В документе не забыли и о преподавателях. В нем говорится о необходимости внедрения национальной системы профессионального роста педагогов, которая будет охватывать не менее 50% учителей, а также сформировать систему профессиональных конкурсов для того, чтобы предоставить гражданам возможности для профессионального и карьерного роста. Залина Могушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24.